Всім прывітанне, гэта стартапніца ў студыі Еўрарады, як заўжды па пятніцах у 2 гадзіны, 2 гадзіны і 4 хвіліны. У дадзены момант Павел Свердлоў, Юлія Няхай, прывітанне Юлія. І наш сённяшнія госці гэта Ірына Дубовік і Ліза Шыдловіч. Прывітанне Ірына, прывітанне Ліза. Привет. Да, значыцца, распавяду вам, пра што мы зараз будзем размаўляць. Ёсць такая кампанія, якая называецца Intetex Global, і яе частка, як я разумею, Intetex Bell. Гэтая кампанія, бізнес яе палягае ў тым, што ёсць нейкая мадэль, якая дазваляе гэтай кампаніі быць тэхналагічным партнёрам абсалютна розных каманд, фарміраваць гэтыя каманды, падтрымліваць гэтыя каманды і дапамагаць ім вырашаць самыя розныя задачы з мінімальнымі выдаткамі. Да таго ж, ёсць нешта, што мы абмяркоўвалі перад эфірам. Мы называем гэта акселератарам, але Ірына пярэчыць. Гэта не зусім акселератар. І пра гэта мы зараз, пра то, як усё гэта працуе, і пагаворым. Правільна ўсё я кажу, Юлія? Да. Ай-яй-яй-яй. Я слухаю сябе з Юлінага тэлефона. Ірына, распавядзіце, чаму акселератор Intetex не зусім акселератор? На самом деле модель это очень интересная, и спасибо за классное представление компании. Вот прям отличная упаковка. От души. Прям возьмем вот себе на вооружение. Так почему не акселератор? На самом деле компания Intetex работает на рынке глобальном 25 лет. Да? При этом мы говорим, что 25 лет это всего лишь такой начальный возраст, дух стартапа, а при этом опыт очень такой большой. Почему все-таки это не акселератор? Потому что мы не работаем со стартапами, которые там приходят к нам извне, и мы их прокачиваем. То есть вот такой модели у нас нет. У нас есть модель, когда Intetex масштабируется и развивается за счет внутренних талантов, за счет инженеров, за счет технологий, которые интересны нашим клиентам. И мы понимаем, проведя маркетинговые различные исследования, что вот на хайпе есть вот такая технология, мы хотим из этого вот такой-то бизнес-солюшн, у нас есть партнеры, отработанные модели, и таким образом у нас сформированы так называемые Centers of Excellence. То есть это центры компетенций, где люди, которые хотят вырасти каким-то образом в карьере, либо получить soft skills, мы, соответственно, их прокачиваем. Либо если они рефлексируют о том, чтобы создать собственный стартап, и вроде как не хотят уходить от вас, то у них такая возможность появляется. Я могу сказать очень много. То есть опять у меня был свой акселератор, много. Вообще это моя основная экспертиза, это прокачка проектов. Так вот, те, кто уходит в свой стартап, вы помните, что в принципе по статистике там 9 фейлов, 1 взлетел. Здесь как раз-таки другая возможность, что зачастую вот те стартапы, с которыми мы сталкивались там на хакатонах, очень много инженеров, которые не обладают навыками менеджмента, финансовые модели, да, там, упаковки, маркетинга. Надо потом, когда команда разрастается, не могут масштабироваться, не знают, как это делать. Да? Соответственно, мы скорее даем возможность таким предпринимательским навыкам реализоваться под чуткой поддержкой компании и с ресурсами компании. То есть не надо нанимать маркетинговую команду. Да? Вот сегодня со мной моя коллега Лиза Шидлович, она конкретно отвечает за inbound-маркетинг. Это не стандартная модель, как в обычном бизнесе, потому что в IT работает больше inbound. Вот. И тут как раз-таки и есть тот момент, что у компании есть ресурсы и, самое главное, бренд. То есть это не просто начинающих там 1-2 человека, а есть бренд, который позволяет идее реализоваться. Чым гэта прынцыпова адрозніваецца ад стартап-студыі? У нас былі у стартапніцы некалькі прадстаўнікоў стартап-студыі заходніх, якія тут спрабуюць рабіць нешта падобнае. І пакуль што па вашым апісанні это подобное. Это наш основной бизнес. То есть мы не выращиваем внутренние стартапы. У нас нет такой цели. Мы выращиваем бизнес-солюшены, либо которые впоследствии могут перерасти в целое там, направление бизнеса, там, line of business. И создается это... То есть мы не продаем технологии отдельно, мы не продаем продукты, у нас нет цели такой создать. Мы создаем бизнес-солюшены, которые мы внедряем у наших потенциальных клиентов и развиваем таким образом инженеров и талантов. То есть если приходит инженер, да любой сотрудник, и говорит, вы знаете, у меня есть вот такая крутая идея, я хочу развиваться в этой технологии, он приходит к нашему лидеру, там, центр в компетенции, у нас их уже там больше 13, и мы начинаем прокачку. То есть мы помогаем развивать софт-скиллы, маркетинг, там, бизнес-моделинг и все, что с этим связано, и поддерживаем вот такое направление, которое существует именно внутри компании. И именно это и делается для того, чтобы развивать персонал внутри, и технологии, и решения, и так далее. Таким образом мы масштабируемся. Так, а какая
конечная точка? То есть если вот человек, во-первых, кто это? Это рядовой разработчик или тот, кто сидит на бенче? На кого все-таки эта инициатива ориентирована? У нас центр компетенции открыты для любого сотрудника Inthetix. У нас нет критерия по занимаемой должности или роли. То есть хочешь развиваться в проекте, есть несколько тем или технологий, пожалуйста, присоединяйся. Соответственно, там есть и управленческие позиции, есть и delivery-директора, и технологические директора, есть кто-то, кто сертифицирован в очень узкой технологии, есть просто инженеры, есть тестировщики и так далее. То есть вот, например, на текущий момент у Inthetix больше 11 индустрий, в которых мы работаем. И, соответственно, Center of Excellence разделяются в том числе и по этой части. Вот сейчас у нас прокачиваются несколько solution, именно медтех, финтех, иншуртех и сертификация. Вот. И, соответственно, мы смотрим, какие есть ниши у наших клиентов и работаем масштабно. Дело в том, что наша модель бизнеса, она такая интересная в том смысле, что Inthetix работает с крупными клиентами, но ввиду того, как у многих компаний у нас есть понятие NDA, мы позволяем и развиваем эти проекты масштабно именно вот внутри. Поэтому у инженеров есть, а для них это самое важное, то есть вот тут он отработал, например, там какое-то количество часов, им становится неинтересно, им нужно развиваться. Для них важен проект, я хочу участвовать в проекте, я хочу развиваться. И вот такие Center of Excellence как раз-таки качают возможности проектов, скиллов и возможности работать. Вот. Я не очень поняла все-таки. Вот, значит, есть у нас разработчик, например, он хорошо знает компьютер вижн, машинное обучение, ему в этом интересно развиваться, у него возникла идея. Да. Он пришел к вашему хеду, говорит, что вот, мол, так и так, вот я посёчил, хорошая тема, вот мне было бы это интересно развивать. И что дальше? У нас получается так, мы сначала объявляем внутренний конкурс, у нас есть компетентное жюри в разных технологиях, включая борд нашей компании. И мы отбираем, мы смотрим по нескольким критериям. То есть, насколько это может быть реализовано в рамках нашего бизнеса, как новое что-то. Либо у нас было так, что вот в этом году все, кто пришел с идеями, многие из них это реально усиливает текущие какие-то бизнес-процессы. То есть они получили воплощение вот уже фактически завтра. Вот, конечно, есть какой-то внутренний там призовой фонд или бонус. И сейчас они ушли в прокачку. То есть это 9 бизнес-блоков. Фактически, наверное, вот в этом смысле мы чем-то похожи с акселераторами. То есть я сама закончила там 2 акселератора, плюс у меня был свой, где мы вместе проходим бизнес-модель, упаковка и так далее. Потому что когда приходит инженер с идеей, пока еще это только идея, это не бизнес-солюшн. Чтобы это стало бизнес-солюшеном, надо разобраться, кто твоя целевая аудитория, на какой рынок мы выходим, какие ресурсы нам нужны, а какую боль клиента мы решаем, а кто твоя целевая аудитория, а точно ли это вот эта боль, которую мы решаем, в чем твой бизнес-солюшн, в чем твой оффер конкретно, а сколько это стоит и так далее. И вот, чтобы взять вот эти скиллы, мы подключаем разных участников из разных подразделений. У нас есть такая интеграция, и формируется не как, вот, как на хакатоне, да, там человек заявляет идею, к нему кто-то присоединяется. У нас этот штат экспертов есть. Мы просто прокачиваем эти идеи вместе с лидерами, которые вот поучаствовали. И итог какой? Бизнес-солюшн, который идет на продажу клиенту. Угу. А можешь привести какие-то решения, которые уже созданы, за какое время? Вот я хочу передать слово своей коллеге Лизе Шедлович. И на самом деле у Inthetix больше 50 кейсов работы со стартапами. Угу. И единственное, что подчеркну, то, что мы работаем со стартапами как внешними, а внутри развиваем именно солюшены, бизнес-солюшены. И внешние стартапы – это уже сложившиеся бизнесы, которые, вот именно самая большая боль, вообще для чего мы все это делаем, да? Самая большая боль у стартапа, например, вот они получили финансирование, да, или им надо получить финансирование, надо предъявить какой-то MVP, надо его разработать. Они начинают искать фрилансеров, например. Потом начинается такая история, когда надо платить налоги, зарплату, открывать офис, да? Inthetix в этом смысле, помогает разработать это MVP, дает внешних, точнее, вот разработчиков. Если компания захочет их забрать себе в штат, пожалуйста. И второй момент, когда наступает проблема у стартапа, когда MVP разработана, а клиент говорит, или там инвестор говорит, слушай, у тебя все классно, а давай теперь до полноценной платформы, продукта, проекта разовьем-ка вот этот вот IT-продукт. А еще больше, он же хочет как? Он же рассчитывает на то, что в команде есть компетенция, и они это экспертно сделают для финтеха, медтеха там, и так далее. А вот в этой части наступает проблема. И снова у Inthetix это все есть. То есть все, что мы делаем, мы можем идею упаковать в прототип,
прототип развить до полноценного продукта. И самое главное, мы это делаем на базе 25-летней экспертизы и кейсов с конкретными клиентами. Ну, тут Лиза вот поделится. А можна перад тым, як мы перайдзем до канкрэтных кейсаў, я ўсё ж таки дакладню, як самы недасведчаны чалавек у свеце стартапаў, каб ужо ўсім было уключна са мной зразумела. Вось гэты інжынер, ну мы неяк вырашылі, што інжынер прыходзіць да вас, ён жа у той же час з'яўляецца і кліентам. Я так разумею. Нет, не совсем так. Он работает в компании и развивает отдельное направление. Он удзельнічае просто у распрацоўцы нейкага напрамку. Калі у вас гэты напрамак нейкім чынам афармляецца, вы прапаноўваеце яго, ці нейкі кліент ужо ёсць ад пачатку, якім можа яго набыць і далей карыстацца. Инженер, с самого начала, инженер приходит с идеей. Идея может быть разная. Да? Я хочу делать программу распознавания для e-commerce, например, или для магазинов. Да? Я скажу, отличная идея, давай-ка мы ее провалидируем. То есть идея получает валидацию. Прокачка – это значит обучение по разным блокам, и мы рассматриваем ее именно, как делаем небольшой бизнес-проект. Вы формируете вокруг этого инженера некую Если команду? С первого раза сразу же есть клиент, который, слушай, я хочу то, что ты разрабатываешь, конечно, мы уже будем более плотно делать customer development, разрабатывать. Они на разных стадиях идеи приходят. Где-то есть готовый продукт, где-то инженер есть senior, где-то джун приходит и так далее. Да? То есть, поэтому они все равно пройдут стандартную процедуру. Упаковку в оффер, упаковку в какой-то бизнес-солюшн. Вот. И если там что-то взлетает, то у этого инженера есть шанс возглавить это направление, вести его, набрать туда себе людей и прекрасно работать не с одним клиентом, а со всеми, с кем ему понравится, кто будет заинтересован в его солюшене. Бок вынікам, умоўна кажучы, может быть некий готовый стартап, ну, бизнес-солюшн. Есть разница. Что такое стартап? Стартап – это отдельное юридическое лицо. Стартап – это отдельная команда, не связанная с брендом компании. Вот этим мы не занимаемся. Мы внутри, считайте, это направление деятельности, отдел, подразделение, именно такой центр компетенции, ну, линия бизнеса. Да, вот. То бок можа прайсці кліент, набыць бізнес-солюшн, і вось тут можа з'явіцца асобная кампанія, стартап, не стартап. Зачем? Нет, просто суть в том, что самому разработчику не надо искать клиентов, не надо вот это go-to-market. Ему компанию не надо открывать. Все это делает компания. Да, ему не надо это открывать. Юристы есть, маркетологи есть, он может заниматься продавцы любимым есть. делом, писать код. Да, он разрабатывает свою технологию, делает вот этот самый solution с точки зрения технологического, может возглавить это направление, а дальше мы совместно маркетингом, продавцами помогаем упаковать и отдать это на внешний рынок. Потому что как только он оформится в стартап, он берет все риски на себя. Оформление юрлица, выход на глобальный рынок, налоги, найм сотрудников, выплата налогов и так далее. И все, что случится с проектом, уже на его плечах. Добре, ну апошняе пытанне. Што значыць аддаць солюшн на знешні рынок? Если приходит разработчик с идеей, да, или как любой стартап, неважно, он хочет работать, ну, в основном все IT направлено в основном на рынок Соединенных Штатов Америки и Европы, так? А ты, например, находишься в Беларуси, да неважно, где ты находишься, по большому счету. Чтобы работать с этими клиентами, нужно иметь инфраструктуру. Инфраструктура – это юридические все аспекты, документы, юридическое лицо и так далее. Каналы коммуникации с этими людьми, навыки, наличие английского языка, маркетологов, там, бюджет на продвижение и так далее. Чтобы достучаться до своего клиента, там, ну, даже поехать на это тоже, ну, бюджет нужен. Поэтому плоха та идея, которая не может масштабироваться, которая вот только Конечно, есть локальные солюшены, но она должна масштабироваться. Поэтому вот в этом смысле компания уже работает во многих странах мира. И разрабатывая solution, он может быть предложен одновременно на рынках, где присутствует наша компания или клиент. Я зразумеў фразу про аддаць solution на знешнія рынкі, як прадаць гатовую тэхналогію нейкай сторонняй кампаніі, якая будзе з ёй працаваць. Насамрэч, вось гэта была моя понятно. Сэнс у тым, што тэхналогіі яе прасоўваннем і далей займаецца Intetex, як пэўным напрамкам бизнеса, так? В данном случае, смотрите, ну это тут по-разному можно называть, поскольку это все-таки корпорация, может прийти клиент и сказать, разработайте нам solution, вот такой-то. Все, конечно, это его solution, нам за это там платят деньги и так далее. Вот. Но что самое важное, это реальные кейсы. И вот Лиза может немножечко рассказать. Да, спасибо. Пришел ваш час. Да. Про реальные кейсы, действительно, я правильно сказала, что сейчас у нас около 50 действительно реальных кейсов
работы со стартапами, которые мы, в общем-то, прокачали, можно сказать, от начала и до конца, от идеи, от работы над MVP до полной прокачки в плане маркетинга, разработки полного продукта и выведения на рынок. Ну, например, один из тех, которых мы можем, наверное, назвать, так, не обходя, не нарушая никакие NDA, это, например, у нас есть такой проект, который называется Modelin. В общем-то, это обучающая платформа для детей. Вместе с ними мы прошли достаточно такой прокачанный и долгий маркетинговый путь. В общем, здесь произошла такая полная огранка маркетинга, именно inbound маркетинга, который работает в IT. Старый добрый маркетинг, конечно, существует, но тем не менее, чем больше о тебе написано, сказано, и кто-то на тебя ссылается, тем больше тебе доверяют. Именно этим мы занимались. Мы писали огромное количество статей, у нас были кейсы, мы даже подавались на awards. У нас действительно есть награда, которую мы получили есть такая организация, называется GSAK Awards. И вот мы там выиграли вместе с ними, это была совместная подача, как лучший аутсорс-проект в Африке. В общем, на самом деле это очень удивительно, потому что многие не могли поверить. И сейчас, когда наши деливери-директора рассказывают о такой, можно сказать, настоящей победе, это удивляет, что настолько можно прокачать проект. А почему аутсорс? Потому что вы выступали как аутсорсер. Они пришли к нам с идеей. Поэтому в данном случае, скажем так, это было такое правильное название, да, подачи сервиса. Но в целом мы прошли вот действительно от точки А до точки Я полностью весь путь. И мы до сих пор с ними работаем, поддерживаем эту платформу, но вот реальный такой полная история стартапа произошла. Эта платформа, она себя позиционирует как стартап, да? Изначально были стартапы, развиваются через технологические вот такие решения, развиваются в крупный корпорат. То есть у нас таких кейсов ни один, ни два, ни три, и большинство наших клиентов работает долгосрочно. То есть это по многу лет. И даже не хотят уходить только потому, что там даже были такие отзывы, там кому-то спасли бизнес, где-то... то есть это даже в самом Intetics сотрудники возвращаются назад, там 8% мы считали, сотрудников вернулось назад работать, там по 15 лет работают, по 25, там по-разному, да. Вот. И поэтому вот в данном случае к нам могут приходить там проекты на любой стадии. Они бывают, опять с финансированием, конечно, да, потому что если делать масштабное решение, то Intetics может набрать и команду, и помочь прокачаться и так далее. И были такие стартапы, где мы говорим, что мы можем там в рамках нашего сотрудничества бесплатно посмотреть вашу там бизнес-модель, если вы выходите на инвестора, то есть в данном случае тоже моя функция, да, вот, и многим это интересно, да. Поэтому на любой стадии. И если опять брать сам Intetics, то тот путь, который прошел наш президент, да, там Борис Концевой, точно так же с нуля делал свою компанию и прошел все стадии, где там один фаундер был и маркетолог, и разработчик каких-то офферов, и продавец, и все вместе. Поэтому вот в этом плане есть на кого равняться. А вот такой момент. Получается, вы вот с этим заказчиком вы сотрудничали сугубо на финансовой основе, либо же вы входите в капитал? То есть как вы оформляете свои отношения? Нет, у нас нет такой модели, и мы это не практикуем. У нас вообще нет понятия, мы не акселератор опять, да, у нас нет задачи войти в долю. У нас есть, мы можем разработать на финансовой основе в основном какие-то продукты, сделать совместные проекты, маркетинг, пиар можем рассматривать и так далее. В долю мы не входим. А можете еще вот рассказать какой-то интересный кейс на тему медтех? Да. Медтех, да, действительно, есть такой очень интересный проект. К сожалению, по идее, я не назову компанию, но я расскажу суть самого. Дело в том, что это действительно такой уникальный проект. Суть его заключалась в том, что это приложение, мобильное приложение, которое выступает как виртуальная, скажем так, медсестра, да, то есть пациент, находясь далеко от больницы, клиники, он подключается к этому приложению, и в течение определенного, например, периода лечения вот этому виртуальному помощнику он сообщает свое состояние, там, показатели какие-то. То есть то, что должно измеряться постоянно, но, например, человек не имеет возможности постоянно бывать у врача, да, то есть не всегда такое возможно. Это тоже один из, на самом деле, успешных проектов в нашей стартап такой истории, потому что тоже они пришли к нам с идеей, и мы ее полностью разработали, и сейчас мы с ними продолжаем ее развивать.
Примечательно то, что на сегодняшний день это одна из ведущих, на самом деле, мобильных приложений в Штатах. На тему телемедицины, да? Да, да. То есть она собирает анамнез, спрашивает, как себя чувствуете? Да, все верно. Лиза, расскажи, пожалуйста, еще вот мы последних 6 кейсов недавно обсуждали. Вообще у нас есть даже целый раздел на сайте, вот они так и называются, кейс-стади. И вот насколько у нас еще такая интересная история. Мы когда работаем с нашими клиентами, мы согласовываем все вот эти вещи, да, там, когда размещаем какой-то кейс. И прямо есть отдельный раздел, где все индустрии указаны, что конкретно разрабатывали, опять по разрешению клиента. И часто получается, что вот эти солюшены или бизнес-солюшены приходят от самих клиентов. То есть это вот то, что мы делаем, это решает их конкретную боль в какой-то конкретный момент. А дальше они развиваются, мы развиваемся как вместе. Вот так получается. Ну, вот расскажи еще про 6 кейсов. Да, есть еще, действительно, интересно то, что у нас как бы практически в каждой нашей индустрии есть какой-то один или даже несколько стартапов, которыми мы вот прошли такой долгий путь. Тоже e-commerce, тоже пришли с идеей, не знали, как реализовать. На сегодня работают как платформа, которая предоставляет, скажем так, как бы это обозвать, технику, домашнюю технику в аренду, то есть которая не новая, которая БУ, ее можно взять в аренду, то есть на самом деле тоже вроде как звучит просто, но в реализации были свои нюансы, были свои челленджи, которые мы помогли решить как технологически, в принципе, так и вот именно с точки бизнес-логики. Есть такие, можно обозвать, в принципе, медийные проекты, как новостной портал, немецкий. Начинался с того, что просто одностраничный сайт с какими-то новостями, захотели масштабироваться, пришли с идеей, тоже это все разрабатывалось практически с нуля, наполнялось, там, можно сказать, было все. Там были технологии, там был и контент-маркетинг, там, в общем-то, достаточно такая широкий набор, такой услуг, можно сказать, да, для стартапа. Ортопедический, по-моему, да? Да, есть еще один очень классный кейс, ортопедический стартап. В общем, идею придумали хирурги. Суть была такова, что на основе рентгеновских снимков нужно было подобрать заместители. Девайсы, да, там суставы, когда есть искусственные, да, там правильно выбрать тот, который подойдет. Здорово. Да, все верно. Действительно, пришли с идеей, понимали, как надо, куда использовать, а как технологически использовать и притворить в жизнь, была проблема. Тут А кто пришел? Внешний заказчик или внутренний? это была команда хирургов, которые вот обратились к нам с такой идеей. Откуль вы берете экспертизу в таких разных сферах? Вы перелечили медицинскую, шеринг-экономи, журналистику. Да. У нас очень сильная delivery команда. То есть вот те директора, вообще Kinetetics считается кузницей кадров. То есть очень многие IT-директора, которые сегодня возглавляют компанию, например, тот же самый Андрей Яранцев, ему привет, выходец из Intetics, там DevBuy Артем Концевой там, и так далее. То есть, это тот костяк, на котором держатся такие столпы, да, очень много лет они работают, и у них очень глубокая масштабная экспертиза, именно за счет самих клиентов, потому что и начинали вместе, и клиенты продолжают с нами работать, и вот эта глубокая экспертиза есть. Но опять-таки те новые, кто приходит, каждый имеет свою специализацию. То есть кто-то в чем-то конкретно специализируется. Я, например, специализируюсь, у меня есть автомотив, финтех, логистика. Я вот в этом понимаю. Но я не пойду в хардвер, не понимаю. Но у нас есть специалисты, например, которые очень хорошо разбираются в очень узких технологиях. Опять говорю, вот по индустриям, по технологиям, поэтому и существуют вот эти центры компетенции. Их больше 13. И так или иначе есть вот сегментация на индустрию, конкретно технологическую, там AI, там Big Data и так далее в этом есть. А есть именно бизнесовая. И там у нас есть кейсы, и мы работаем именно вот в этой своей экспертизе. И у нас есть еще такое понятие, что у нас нет понятия, где находится клиент. То есть все равно. Мы настолько умеем работать вот по миру, и вот в этом, и, наверное, самая такая вот... Мы сейчас все научимся работать по миру. Да, у меня вот вопрос все-таки, я хотела бы немножко вернуться к нему, и, может быть, Лиза как-то сможет его так прояснить. Вот можете привести кейс, вот как это выглядело так степ-бай-степ, вот если именно члены команды Intetics, там, девелоперы, человеку захотелось что-то делать, да, то есть... Он это делает в свободное время от основного проекта, да?
Это, наверное, ко мне больше Или вопрос. как? Про Centers of Excellence, Да, это больше ко мне, да, то есть вот часть, которую рассказала Лиза, это больше касается внешних заказчиков, они приходят как заказчик, именно стартапы, и мы отсюда знаем все там этапы. А сейчас у нас, ну вот я, например, до меня возглавлял наш CTO полностью сети Center of Excellence, именно с технологической точки зрения. Все эти Center of Excellence, они существуют и руководятся своими лидерами. У них есть лидер, который очень хорошо разбирается в технологии, и к нему присоединяются коллеги. Они попадают в такую общую как бы базу данных. Да? То есть у нас есть проекты клиентов, которым может понадобиться какая-то технология. Да? То есть, например, на текущий момент нет такой потребности, но через какое-то время что-то нужно. И первое, куда мы обращаемся в тот пул центров компетенций, где работают люди, которые работают с той технологией, которая нужна. На текущий момент мы сейчас развиваем эти Center of Excellence вместе. Поэтому у нас есть определенные так называемые батчи, при которых можно подать свою идею на конкурс. Но опять-таки у нас нету такого понятия, что только в конкурсе больше нет. Если есть какая-то идея, обращаешься к лидеру, у них есть свои митинги, они могут прорабатывать разные процессы, там, проходить какое-то обучение, сертификацию. Очень многие из них достаточно активные, даже обучение проводят джунов. Там, у нас наши вот те лидеры, один, например, из Center of Excellence в БГУ 4 года подряд преподает студентам способы управления проектом, методологии. Поэтому это все поддерживается на постоянной основе. Я так разумею, што ёсць 13 цэнтраў кампетэнцыі, і прасцей запытацца за праекты, у якіх сферах вы не возьметеся, чым да, наверное, так. Перелечить. Ну, опять-таки, здесь даже та сфера, там, ну, понятно, что есть какие-то критерии валидации оценки, экспертизы, наличие на данный момент каких-то специалистов. Я вам честно скажу, бывают такие запросы, например, на такие технологии или такую разработку, что, например, такой специалист может быть один на всю страну, да, или там два там, на 2 страны, например. То есть зависит. Но на самом деле достаточно быстро подбираем команды для проектов, и это наша экспертиза. И даже вот недавно, если кому-то интересно, вот Лиза публиковала статью «7 советов от наших директоров, как работать ремоут». Именно вот с позиции, ну, взять опыт, можно всегда задать вопросы, и если там нужно, мы готовы. Вот такой вопрос. И в случае, если вот я всю эту тему про внутренних сотрудников развиваю. Да. Да, кому принадлежат авторские права? Intetics. Intetics дает все ресурсы, то есть сотрудник не рискует ничем. И да, это свободное время. Но вместе с тем, вот ту прокачку, которую получают сотрудники, для них она бесплатная. То есть но если потом человек захочет уйти? Как знаете, есть шутка такая, да, вот если вы их научите, они потом уйдут, да, а если их не научите, они останутся, будет еще хуже. Знаете, как-то пока наоборот. Нет, я согласна, но всякое бывает. Человек, допустим, решил переехать в другую страну. Feel free. Пожалуйста. У нас как-то наоборот, в центрах Excellence они приходят сами по собственному желанию, и из того, что я вижу, это просто очень инициативные люди, которым просто интересно развивать что-то новое, там какие-то качества в себе. По-разному бывает. Да? Человек может уйти по любой причине, там, начиная там, проект, переезжая куда-то. Там, в рамках Intetics тоже есть релокация, ради бога. Но если человек принимает такое решение, то, скорее всего, оно никак не связано с центром компетенции однозначно. Нет, безусловно, оно никак не связано, но просто человек понял, что он хочет что-то в жизни поменять. Это нормально. Приехал в іншую країну і започаткував такі ж самі 8% вернувшихся. 8% вернувшихся. Поэтому мы все-таки стараемся сделать так, чтобы, точнее, мы даем ресурсы для того, чтобы развиваться внутри. Если у человека все-таки возникает желание делать что-то свое, да пожалуйста. Ладно, суть в чем моего вопроса? Возникли какие-то обстоятельства непреодолимой силы, и человек вынужден покинуть компанию. Все эти наработки остаются у Intetics. Вот у разработчика ничего не остается. Там работает команда, да. Это, над бизнес-солюшеном, вот, например, мы сегодня там прокачиваем 3 идеи. Там есть люди из HR-подразделения, из sales-подразделения, из маркетинг-подразделения. Компания вкладывает бюджет в маркетинговые компании, а человек делает часть технологическую. Ну, как бы бизнес-солюшн, он заключается в том, что это, как я уже говорила, комплексная история. Продавец идет продавать, да? Он идет к клиенту, у него свои наработки, он тратит время на переговоры, готовится маркетологу, ну и так далее, и много-много всего. Разработчик не тратит этих ресурсов на то, чтобы идея
идея воплотилась в жизнь. Ну, если он с нуля прям вот это все сделал, пришел там, ну, это уже, наверное, он может всегда поговорить с руководством, сказать, вы знаете, вот у меня есть там свой проект, может быть, интегрируемся и так далее. То есть, ну, любые предложения приемлемы. Но там, где работает команда, это командный результат, и где компания дает ресурс, это принадлежит компании. Хорошо, такой вопрос. Ну, вот в традиционной стартап-индустрии должен быть какой-то выход, да, либо там IPO, либо экзит, там продажа стратегическому партнеру и прочее. Вот в вашем случае это solution. Вот что получает автор идеи? В данном случае получает, опять-таки, команда. Она получает бонус за привлечение клиентов. То есть у нас разработана бонусная система, при которой, то есть мало того, что ты прокачиваешься профессионально за счет компании, за счет ресурсов компании, бонусная система, пожалуйста. То есть, и опять-таки, каждый член команды важен, и результат всегда команды. Поэтому вот можно даже зарабатывать с помощью центров Excellence внутри. То бок разлік на тое, што чалавек без каманды, якую вы для яго падбярэце, недзе ў іншым месцы і ў іншай краіне просто не зможа. Да, он не сможет. Уровень экспертизы разный. То есть и в команде привлечены, и у нас ресурсы внутри. То есть даже если, например, Центру of Excellence понадобится поддержка, то поддержит delivery департамент, где есть уже там синьоры и выше, да, то есть с глубокой экспертизой. Наколькі часто вы адмаўляеце людям? І вось тут яны абароненыя. Напрыклад, вы адмовілі чалавеку, а пасля ён бачыць, што вы пачынаеце развіваць нешта падобнае на ідэю. Ну, знаете, вот у меня, как я говорю, у нас сейчас вот в этом году был первый отбор идей, и наш борд, помимо того, мы выбрали победителей, которые однозначно там пошли в прокачку, и наш борд лично встретился с каждым проектом, и мы нашли варианты внедрения. У нас нету понятия «да» или «нет». Они работают, вот эти центры компетенции, они работают на постоянной основе. Туда может прийти кто-то поучиться, может, он вообще не хочет в никаких конкурсах участвовать. Он просто хочет поучиться у конкретного директора, деливери, побыть в проектах, взять у него экспертизу, через какое-то время уйти на более крупного клиента или с джуна перерасти в сеньора, или с сеньора там пойти куда-то дальше. Да, там. У многих вообще отсутствует желание карьерного роста. Я имею в виду, есть инженеры, которым интересно развиваться в рамках конкретной технологии, а не в рамках управленческой позиции. То есть есть люди абсолютно разные. Да? Поэтому тут любые варианты возможны. Но получается, все-таки, по крайней мере, поначалу это работа в свободное от работы время. Да, это всегда работа в свободное от работы время. Всегда? Да, всегда. А на каком этапе это может стать основной задачей? Либо... Он может возглавить, или если этот проект действительно становится масштабным. И у нас, для нас хороший проект считается, если там, например, 10-15 человек задействованы на работу клиента на год, например. Да? Конечно, под это будут выделены ресурсы. То есть, когда появляется клиент, тогда Конечно. Уже можно говорить о... Да. Ну и человек, собственно, реализует эту идею и продолжает ее реализовывать дальше уже там, с клиентом. А наша задача сделать все, чтобы оно воплотилось именно вот в решение реальное, чтобы идея вошла в жизнь. Да, вот. Задача такая. Ну и есть, конечно, случаи, да, которые там, есть такие центры компетенции, которые развиваются, люди пришли, подумали, посмотрели, поработали, как в любом стартапе, да, там кто-то решил, что не его, кому-то интереснее другое направление, пожалуйста, свобода выбора. В конкурсах опять участвуют даже не все центры of Excellence, а те, кто хочет, вот у него сейчас прям есть идея, он хочет развиваться. Есть некие перыяды, у якія вы прымаеце і ацэньваеце ідэі, ці гэта, в принципе, непрерывный процесс? В этом году у нас прям конкретно есть батчи. Вместе с тем мы никого не ограничиваем. То есть, можно не чекать. Батчи. Да, вот у нас, как я говорю, победители. Сейчас началась программа прокачки, и ко мне пришли несколько людей, которые вообще из других подразделений говорят, мы хотим участвовать. И, конечно, welcome. Потому что когда человек мотивирован, он сделает... У нас даже целая кампания в этом году называется «We make an impact». Impact, какое-то значимое что-то такое, что приносит импакт. И для нас важно не только там мы сами, а мы как команда, и мы вместе с клиентом как команда. Да? И как это влияет на мир, и как эти проекты влияют в целом на какую-то индустрию. Ну что ж, на гэтым мы скончым, потому что, в принципе, скончыўся час нашай праграмы, час нашага стрыму. Мы размаўлялі пра тое, як кампанія Intetex ператварае ідэі у бізнес-салюшаны і дае пракачвацца ідэям і людзям. Мне здаецца, я так Супер. Збольшага резюмаваў. Вы маркетолог очень хороший. Ну, не ведаю. Ладно, паглядзім.
чым жыццё зменіцца. У нас былі ў гасцях дарацца па развіцці бізнеса Intetx Ірына Дубовік і інбаунд-маркетинг дырэктар Ліза Шыдловіч. Дзякуй, Ірына і Ліза. Юлія Нехай, як заўжды, і Павел Свердлоў. Пабачымся ў стартапніцы праз тыдзень.